Продолжаем дополнять информационную картину субботы. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Горожане жалуются на плохую уборку дорог от снега в Якутске. Специалисты надзорных органов вышли на проверку. Якутяне пишут всероссийский экологический диктант. Расскажем, как принять участие. Индигирка 500. Новую модификацию своей аэролодки готовит ленский изобретатель. Расчистка дорог Якутска от снега находится на контроле прокуратуры Якутии и Республиканского управления ГИБДД. Сегодня специалисты этих контрольно-надзорных органов вышли на дороги. По их словам, от горожан и водителей поступают жалобы, что с выпадением осадков проезжая часть стала уже. Снег вовремя не расчищает, что создает опасную ситуацию как для пешеходов, так и для водителей. На сегодняшнем рейде специалисты дорожного надзора выявили ряд нарушений. Отметим, что контролировать уборку и содержать улицы города в чистоте должны работники службы эксплуатации городского хозяйства. В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности служб и организаций городского хозяйства по своевременности и достаточности принимаемых мер по содержанию в надлежащем состоянии дорог и тротуаров, а также по предупреждению аварийных ситуаций. По результатам проверки в целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой города будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования. В настоящее время проверка проводится по поручению прокуратуры республики. Граждане, естественно, могут обратиться в случае, если они устанавливают какие-либо нарушения, видят и фиксируют их, могут обратиться как в отдел ГИБДД МОМВД Якутска, так и в прокуратуру города Якутска. Дорога и алкоголь несовместимы. В Намском Улусе проводят профилактическое мероприятие с таким названием. Всего в районе с начала года зафиксировали 38 дорожно-транспортных происшествий. По вине пьяных водителей в ДТП пострадали 12 человек. С начала операции «Дорога и алкоголь несовместимы» задержаны 4 пьяных водителей, а больше всего нарушителей пойманы ночью и в выходные дни. Всего с начала года в Намском районе задержано 159 пьяных водителей. В отношении 18 водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. К большому сожалению, в данное число входят и несовершеннолетние, а также женщины. В Тампонском районе провели рейд по безопасности на льду. Такие мероприятия проходят в рамках профилактического месячника на водных объектах. Подробности у Марии Винокуровой. Несколько движений ледобором и прорыта лунка. Специальные линейки сотрудники ГИМС измеряют толщину льда реки Алдан. 20, 25, где-то так, 23 где-то. В этом году практически до 10 ноября стояла теплая погода. Река у поселка Хандыгов стала позже, чем обычно. Прочность льда в это время обманчива, и переходы по неокрепшему льду представляют большую опасность для жизни людей. С 1 ноября на территории Якутии идет месячник безопасности на водных объектах в зимний период, в рамках которого проводятся профилактические мероприятия совместно сотрудники ГИБДД, административной комиссии в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения провала автотранспорта людей под лед, а также пресечения несанкционированного выезда автотранспорта на лед. Сотрудники ГИМС предупреждают, за несанкционированный выезд на лед на безответственных водителей автотранспортных средств составляются протоколы и налагается административный штраф. Такие рейды будут проводиться на регулярной основе до открытия переправ. Ледовый автоземник для машин грузоподъемностью до 3 тонн через реку Алдан-Хандыга-Мигин-Алдан на 365-м километре федеральной трассы Р-504 Колыма планируют открыть с 5 декабря. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Идем далее. Якутяне продолжают участвовать во всероссийском экологическом диктанте. Ежегодное мероприятие стартовало 14 ноября и завершится завтра. Тестирование в основном проходит на портале экодиктант.рус, а также в офлайн-режиме на специальных площадках. Участников мероприятия делят на 2 группы – людей, которые работают в сфере экологии, и на тех, кто не обладает специальными знаниями. Тест состоит из 25 вопросов по таким темам, как отходы, флора и фауна, Арктика, климат, устойчивое развитие и энергетика. На прохождение теста дается 40 минут. Мы призываем все экологическую общественность. Еще можно 2 дня
отвечать. Сайт очень простой. Если наберете экологический диктант, выскочит сайт, он на русском. Там нужно зарегистрироваться и отвечать. Дистанционный формат. Там 4 варианта выбора в зависимости от возраста, подготовки, любителей, профессионала есть. То есть отличие от других диктантов, он такой очень гибкий. В Аймяконском районе утвержден грант имени Василия Александровича Местникова. Отметим, Василий Местников родился в Аймяконском районе, почти 2 десятилетия руководил улусом. Был избран депутатом Госсобрания Илтумен 5 и 6 созывов. Грант Местникова на сумму 50 тысяч рублей будут вручать ежегодно по 2 номинациям: «Лучший ученик года» и «Лучший студент года». По номинации «Лучший ученик года» критериями являются высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности, активное участие и успехи в культурно-творческих, спортивных мероприятиях. В номинации «Лучший студент года» критериями являются активное участие и успехи в общественной жизни, систематическое и безвозмездное выполнение студентам общественно полезной деятельности, в том числе и на территории Аймяконского района, и, что немаловажно, прохождение практики и планирование своего профессионального становления на территории родного Аймяконского улуса. Новую модификацию своей аэролодки готовит ленский изобретатель Юрий Ильин. Его «Индигирка 500» уже прошла ряд испытаний, как летних, так и зимних, а впереди новый тест-драйв. Планами на будущее конструктор-инноватор поделился с Анной Кожевниковой. И зимой, и летом этому транспорту по плечу любые труднопроходимые трассы, будь то мелководье, перекаты или снежные торосы. «Индигирка 500» Юрия Ильина – это самая современная модификация скоростной аэролодки, не имеющая аналогов во всем мире. И несмотря на то, что Юрий – конструктор-самоучка, он не стоит на месте, а постоянно вносит инновации в свое изобретение. Наши лодки прошли летние испытания, по нашим речкам прошли более 5000 километров. То есть лодки подтвердили все заявленные характеристики, то есть это экономичность, надежность. С лодками ничего не случилось за это время, слава богу. То есть следующий у нас этап: наши лодки должны стать беспилотными. А это непростой процесс. Создать беспилотный автотранспорт куда легче, чем водный. Здесь необходимо учитывать массу особенностей передвижения по водному пространству и непредсказуемость природной стихии. Беспилотная модель аэролодки позволит использовать ее в таких ситуациях, когда необходимо доставить какой-то груз в точку, куда не отправишь человека, или забрать людей из определенного пункта назначения, не теряя времени. Если я, допустим, на ней сам приеду, а мне оттуда надо вывезти 2-3 человека, то есть все равно кому-то придется остаться. То есть, а так она может приехать, привезти груз, ну то есть оказать какую-то помощь. А пока Юрий готовит базу для содержания своего изобретения, где будет возможность опробовать аэролодки в зимний период. Первый тест-драйв модели ленского изобретателя уже прошли и показали себя с лучшей стороны. Простота конструкции и легкость в управлении позволяет беспрепятственно передвигаться на «Индигирке 500» не только летом, но и зимой. В прошлом году модель этой лодки уже прошла испытания по снежным торосам. В этом ее ожидает проверка на морозоустойчивость. Помимо постоянной работы над новой модификацией аэролодки, Юрий повышает свой уровень знаний в разных сферах, в том числе IT-технологий. Он резидент технопарка в городе Якутске, а также выезжает на различные российские инновационные форумы. Ведь чтобы всегда быть в тренде и совершать новый прорыв в своих изобретениях, нужно в первую очередь совершенствовать свои знания и навыки. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Беспилотные летательные аппараты в скором будущем смогут доставлять грузы в северные районы Якутии. В поселке Тикси планируют организовать кластер беспилотной авиации с последующим масштабированием в Устьянском районе. Министерство транспорта республики ведет переговоры с компанией Abraham Technology. Пока речь идет о 2 пилотных маршрутах, например, Тикси-Таймылыр или Тикси-Быковский. Беспилотники смогут обеспечить безбарьерное движение грузов, в том числе почты, и значительно удешевить их доставку. Беспилотные летательные аппараты также применяют для мониторинга лесного хозяйства и чрезвычайных ситуаций. Одна из компаний, наших отечественных, российских компаний, они ездили уже вместе с нами в Тикси, посмотрели, их все устраивает, они сейчас готовятся для запуска и обещают нам, что в следующем году мы увидим первые пару маршрутов, где они будут перевозить небольшие грузы,
в интересах местных жителей. Есть у нас подобного рода эксперименты у нас в стране. Вместо экипажа, значит, установлена аппаратура, которая настроена таким образом, что самолет видит весь рельеф, в нем закладываются полетные задания, значит, и так далее. Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе Почта России совместно с компанией «Аэромакс» успешно провела первую доставку груза с помощью беспилотника. В качестве посылки использовали массогабаритный макет груза в вакуумном конверте. В пресс-службе губернатора региона Дмитрия Артюхова сообщили, что с задачей перевести груз из Салехарда в Аксарку и обратно дрон справился менее чем за 2 часа. Почта России заявляет, что аппарат сможет перевести до 100 килограммов посылок и писем на расстояние до 150 километров. Крейсерская скорость беспилотника 90 километров в час, а заряда батареи хватает на 5 часов беспрерывного полета. В Свердловской области священник Александр Дубасов судит хоккейные матчи. С появлением батюшки на льду спортсмены стали более дисциплинированы и не позволяют себе драк и перепалок. Подробности далее. Днем священник Александр Дубасов проводит службы, встречается с прихожанами и играет на звоннице. А вечером уверенно скользит на коньках по льду. Хоккеем увлекся еще с детства, но долгое время не играл. Когда дети подросли, привел их на каток, а заодно и сам вернулся к любимому виду спорта. Правда, с возрастом играть стало сложнее, поэтому решил заняться судейством. Катание для арбитра – это достаточно важно. И второе, что важно, это знать правила. То есть правила я, понятно, на своем уровне как-то знал, а с точки зрения арбитра это надо было выучить. Поэтому я поступил в специальную арбитражную школу. Целый год мы занимались. Там и катание было, для арбитров специальное поставлено. И, соответственно, правила изучали. Отец Александр круто изменил свою жизнь в 90-е годы, когда бросил успешный бизнес и поступил в семинарию. Сейчас он настоятель прихода во имя святых мучеников Флора и Лавра. Говорит, служить можно не только в церкви. Батюшка на льду дисциплинирует спортсменов. Во время игр стало меньше перепалок и драк, а если потребуется, поможет и решить конфликты в раздевалке. Это же ведь не просто получение удовольствия от хоккея, это же служение людям, потому что у людей постоянно возникают какие-то вопросы. По отношению вопросы к церкви, вопросы к людям, какие-то взаимоотношения, что-то еще. Я понял, что это прекрасное служение, и что служить можно там, где довелось. Время от времени отец Александр в руки берет клюшку. Зимой играет на льду, летом и осенью встает на ролики. Еще ведет программу на радио, любит музыку и в пандемию даже научился играть на барабанах. Но главное его увлечение, говорит, служить Богу и людям. К этому часу это вся информация. Оставайтесь с нами.